Президент Латвии говорит, это не военное, но и не мирное время, а представители системы безопасности уже предлагают обществу адаптироваться к новой реальности. Все больше сообщений о дронах, угрозах воздушному пространству, уже есть и прерванные экзамены в Латгалии. И именно в это время в зале Рижской думы на время заседания вывешивают флаг подразделения вооруженных сил Украины в качестве благодарности за автобусы, отправленные для военных нужд. Уместно ли превращать зал Рижской думы в пространство для демонстрации символики воюющей стороны в момент, когда само латвийское общество все больше живет в атмосфере тревоги и разговоров о возможной угрозе? Vienā no iepriekšējām sēdēm mēs nobalsojam par to, ka mēs nosūtām Ukrainas bruņotajiem spēkiem atbalstam 6 Rīgas satiksmes autobusus. Un pateicībā par šiem autobusiem tātad mēs esam saņēmuši pateicību no 5. leģiona komandiera Maļākina, kurš mums nodod paldies par atbalstu Ukrainas aizsardzībai. Хочется, чтобы все помнили, последствия возможного конфликта рано или поздно могут коснуться всех жителей Латвии. Поэтому сегодня важно думать о мире, здравом смысле и интересах собственной страны и ее жителей. И помните, что 3 октября ваши голоса будут определять, в каком направлении Латвия пойдет дальше. Берегите себя и своих близких.